Чем больше людей, тем больше привлекает внимание спонсоров, да, где люди привыкли, что спорт должен быть бесплатным, должно государство обеспечить. На самом деле это не так, то есть ты предоставляешь услугу, надо его делать качественно. Если у нас там 5000 человек, то мы $6000 только на чипы тратим. В какой-то момент подумал, что было бы замечательно, если я свое хобби смог бы сделать бизнесом. Организация же просто супер. Спасибо всем организаторам, спасибо Nomad Sport. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. И сегодня мы решили взять интервью у основателя этой организации Каната Кельсебекова. Канат, здрасте. Эмиль, привет. Я хотел бы узнать вообще, как пришла идея того, чтобы развивать спорт в Кыргызстане, хотя как бы это очень давний момент, над которым многие думают, но именно вы направлены на развитие именно основных трех ступеней, да, это бег, велоспорт и плавание, правильно? Да, я на самом деле сам в детстве не занимался спортом. В конце 2009 года я с супругой уехал в Германию на учебу. И там так получилось, что я начал ездить на велосипеде, понравилось заниматься физической активностью. И уже по приезду в Бишкек в 2011 я продолжил, начал кататься. Здесь к тому времени бега вообще не было, но было какое-то движение в любительском велоспорте. Я решил, что у нас очень было мало велогонок. Это не было желания заработать, у меня был другой вид бизнеса, мне просто хотелось поучаствовать в организации или в развитии велоспорта любительского. Я создал некий фонд развития велоспорта, начал велосипедные гонки организовывать. В 2012 году была первая гонка, по-моему, 22 человека было всего лишь, это первая гонка. Мы в Аларчо делали. И после этого пошло, мы делали на Искуле велогонки, потом возродили одну шоссейную велогонку на Объездной. Все это время, практически до конца 2018 года, может быть, до начала 2018 года, это было больше хобби. Мне это нравилось. И я в какой-то момент подумал, что было бы замечательно, если я свое хобби смог бы сделать бизнесом. У меня был друг один, он дизайнер. Он сделал себе классный офис, занимался, ему нравилось заниматься своим делом, и на этом зарабатывал деньги. Я помню, как я ему завидовал. То есть зарабатывать на любимом деле? Да, он просто кайфует, ему нравится, и я думаю, почему бы нет. Ну и вот с 2018 года мы пытаемся развивать, поставить на поток, и при этом не только зарабатывать деньги, да, но и помогать людям находить себя, открывать себя с новой стороны, потому что любительский спорт, я думаю, туда обычно люди не приходят. Я считаю, туда приходят люди думающие. Параллельно я знаю, что вот приблизительно как раз с 18-17 года у нас в Кыргызстане очень-очень сильно начали развиваться велозабеги и вообще, в принципе, забеги как вид деятельности, бизнеса и вообще во всех разных сферах. То есть каждая компания начала устраивать свои забеги и так далее. Можете ли вы сказать, что какую-то определенную тенденцию задали тоже вы в это все развитие? Ой, я бы не сказал бы, что там... Может быть, мы где-то помогли, посодействовали, можно сказать, что именно какую-то маленькую часть, наверное, лепту мы внесли свою. Самый первый забег мы организовали в 2015 году, по-моему, это в Ботаническом саду было. Было 150 человек, мы так волновались, это было сложно в организации, но мы сделали. И позже, уже 16, 17, 18 года уже начало появляться уже больше компаний, кто занимается, больше людей начали бегать. Можно даже сказать, появился тренд, да, к любительскому спорту, занятию бегом и так далее и тому подобное. Ну, к примеру, в прошлом году на наших мероприятиях, если в целом все считать, было что-то около 9 тысяч человек. Вау. В этом году мы хотим приблизиться хотя бы к 13-14 тысячам. Ну, посмотрим, как получится, очень тяжело угадать рынок, но у нас есть ежегодный рост всегда. То есть, если раньше мы там росли чуть ли не в 100% каждый год, было маленькое количество, то сейчас минимум мы растем 50-70%. И каждый год становится интереснее. Компании уже понимают, что
нужно поддерживать такие забеги, что это классная рекламная площадка, что это социальная ответственность, и в этом плане нам везет. То есть вначале рынка не было, сейчас он только-только возрождается. Сейчас уже именно компания Nomad Sport является вашим основным видом деятельности? Да, до 2018 года все-таки я не очень, оказывается, на это уделял внимание, времени, а вот с 2018 года я прям плотно занялся. Ну, классно, у нас и компания стала больше, мы оборот увеличили, количество людей увеличилось, работников и качество. Мы уже прописали все свои стандарты, как все должно происходить, научились работать с государством. У нас бюрократия очень страшная, там надо знать, куда писать, когда писать, кому как обращаться и так далее и тому подобное. Все приходит с опытом, мы учимся и каждый год пытаемся стать лучше. Но все же, получается, наша рубрика не зря называется «Основатель», потому что мы знаем, что за каждым видом деятельности, который хорошо развивается, стоит хороший основатель, то есть тот человек, который толкает весь этот вид деятельности. Не могли бы вы немного рассказать вообще про свою историю и как вы пришли к тому, что вот именно этим заниматься вы выбрали на все 100% как основным видом деятельности, несмотря на то, что вы уже были за границей и так далее? Да, на самом деле мне всегда нравилось заниматься бизнесом. Самый первый бизнес я открыл в 11 классе. Это был компьютерный клуб. Это было в апреле. Я еще не закончил 11, но у меня был клуб. Я тогда мечтал зарабатывать в день 1000 сом. После открытия клуба у меня это получилось. Стало не хватать. Потом было очень много деятельности. И я же говорю, всю свою жизнь я никогда спортом не занимался. Я больше отличался, наверное, тусовщиком. Дискотеки, ну, я думаю, вся стандартная молодежная жизнь. Потом вот женился, поездка в Германию, потом увлечение спортом, потом я узнал, что такое триатлон. Всегда мечтал заняться триатлоном, там есть дистанция железная, хотел ее пройти, но из-за финансовых возможностей не всегда это мог сделать. И в 2015 году я преодолел, стал там первым айронменом в стране, мы создали федерацию триатлона, ее тоже активно развиваем. Вот это больше, наверное, социальная часть. Я всегда пробовал бизнес, мне всегда было интересно открывать, но вот проблема с продолжением, она у меня всегда хромала. И в какой-то момент я подумал, что если заниматься организацией спортивных мероприятий, то это не одно мероприятие, их много. То есть что-то открыл, сделал, все, забыл, на следующий год открываешь второе. То есть я постарался под свой характер найти деятельность, чтобы он еще подходил под мое хобби. Ну, чтобы вы понимали, когда мы вначале ходили по спонсорам, искали их, типа, байкешки, помогите нам, станьте спонсором, это круто, они вообще не понимали, это было очень сложно. Но с развитием триатлона, бега люди уже увлекаются, владельцы бизнесов, они это видят, они выезжают за границу. За границей такой бизнес, он считается вообще многомиллионным, обалденным, и к нам это только приходит. А учитывая, что мы еще постсоветское пространство, где люди привыкли, что спорт должен быть бесплатным, должно государство обеспечить. На самом деле это не так. Если смотреть на Запад, то там спорт, он весь любительский, полностью на коммерции, вообще там крутятся огромные деньги, и благодаря этому там спорт развивается. То есть советская модель любительского спорта, она не работает, к сожалению, в данный момент. А на кого вы учились, если интересно? Я учился на банковское дело, финансы, кредит, но посчастливилось, наверное, я никогда не работал по специальности, и всю жизнь нравится, и надеюсь, в будущем буду работать только на себя и стараться развивать свою компанию. Мы в вашей обители спорта. Да. Могли бы вы устроить небольшую экскурсию о том, как здесь все проходит, о том, как вы все продумывали, делали, может быть, ремонт и так далее? Мы чуть расширились. В прошлом году мы сидели вообще в комнате 12 квадратов. Я же говорю, у нас я вот просто знаю, что вот некоторые такие организации из-за того, что там не требуется постоянного какого-то участия сотрудников, открывают маленькие офисы, как раз 20 квадратов. У нас количество людей маленькое было, потом начали расширяться, и мы решили, что нам нужен и офис побольше. В общем, это у нас вход. Я думаю, здесь у нас основные сотрудники, которые сидят в офисе. У нас еще есть так называемый бэк-офис, это склад, там, водители и так далее, бухгалтера и так далее и тому подобное. Здесь у нас сидит Nomad Books, кстати, тоже проект просто зародился. Я покупал сотрудникам бизнес-книги, бизнес-литературу, чтобы они читали. Общее развитие команды. Общее развитие команды, и так далее и тому подобное. И в общем у нас стало так много книг.
И наш программист говорит, а давайте типа будем книги сдавать в аренду, потому что я студент, я, говорит, не могу покупать такие дорогие книги. В общем, еще вложили деньги, купили там несколько сот книг, хорошие такие бизнес-книги, и он открыл Nomad Books, написал программу, написал сайт, там сдает книжки все. Кстати, вот Кайрат, Привет. это вот создатель Nomad Books. Ага. А это как отдельный или дочерний проект? Не, ну и в принципе все вместе, мы все в кучу делаем. Здесь книг мало, в основном все на руках. То есть приходит человек, берет, платит там 100 сом в месяц и может читать любую бизнес-книгу, которая там, дорогая, классная, и может развиваться. Удобная библиотека, да? Да, удобная библиотека, которая в принципе много денег не стоит. Ну, здесь у нас все основные сидят, здесь у нас маркетологи, исполнительный директор это Арслан, наш главный там, чиповщик, Руслан по спортивной части. В общем, сердце компании находится здесь. То место, откуда зарождаются, да, все эти забеги. Да, да. Ага. Ну, а это самое главное, здесь, здесь бухгалтерия, здесь считают все миллионы. Да. Вообще при привлечении всех спонсоров не задаетесь ли вы вопросом таким, что они это, точнее, от каких посылов действия они это делают? То есть это только ради того, чтобы как-то пропиариться, какая-то такая реклама и так далее, либо они действительно хотят вкласть там в какую-то капельку в развитие спорта в Кыргызстане? Мы делали тоже такой удивительный момент. Мы делали опрос наших спонсоров и задавали вопрос. Для чего вы? Да, зачем вам нам помогать? Слава богу, я как бы занимался триатлоном, и многие люди занимаются триатлоном, это все мои знакомые. И практически все наши, которые я сейчас спонсоры, это вот люди, которые или в триатлоне, или бегают, ну, в общем, они понимают. По-моему, сколько там, человек 12 было, все ответили по-разному. Кто-то просто хотел помочь, кто-то социальной ответственностью, у кого-то лишние деньги были в маркетинге, не успели потратить, кому-то хотелось там рекламу определенную, кому-то хотелось новый продукт и так далее и тому подобное. То есть там всегда по-разному. Но единственное, что объединяет всех этих людей, это то, что они сами занимаются спортом. То есть если ты приходишь к человеку, который вообще не знает, физической активности нету, то ему сложно объяснить вообще, зачем на это деньги тратить. Можете немного описать сам процесс того, как устраивается забег, потому что я знаю, что перекрываются какие-либо там главные улицы и так далее, и насколько это легко или наоборот трудно сделать какой-либо организации? Наверное, расскажу про наш флагман, это забег «Сохраним снежного барса», он в 2019 году первый раз проходил. Так получилось, что с 1989 года у нас по центральным улицам нашей столицы никогда не проходил забег. У нас обычно забеги там по Аэропортинской трассе, по Южной магистрали, на Иссык-Куле или где-нибудь в горах, а вот по центру города не было. У нас это вообще была мечта, чтобы организовать забег по центральным улицам, потому что во всех столицах мира он существует, а у нас нет. В Алмате он с 2012 года проходит, и в прошлом году они 17 тысяч человек собрали. Вау. 17 тысяч. И мы думаем, нам надо сделать, нам нужно не просто его назвать там бишкекский забег, а хотели найти какую-то причину или цель. Тут случайно знакомство, случайно сидели, обедали, и снежный барс. Редкое животное, исчезающий вид. И мы подумали, а почему бы забег не сделать по сохранению снежного барса? Все, начали письма строчить. И мы понимали, чтобы нам дорогу перекрыли, там должен какой-то очень влиятельный человек побежать. Мы достучались, нам дали добро, мы начали двигаться. И чтобы заявить о себе, мы поставили самый крупный призовой фонд в СНГ. Мы 4,5 миллиона сомов поставили на призовой фонд. К нам приехало больше 30 профессиональных атлетов со всего СНГ. Значит, через 10 минут уже будут первые победители. Какой приз? Значит, приз на 21 километр $9000. Долларов? Долларов. И так получилось, что Бишкек как раз перегнал, в СНГ не было такого призового фонда в такую сумму, что про нас аж весь СНГ говорил, откуда у кыргызов столько денег, почему они поставили такой крупный призовой фонд. Ну, мы это на ежегодной основе уже не можем, потому что это будет по деньгам уже неправильно. То есть мы его убрали, мы один раз сделали, заявили о себе, и теперь будем стараться ежегодно его делать без призового фонда.
Также мы половину стартовых взносов отдали фонду по защите снежного барса. В прошлом году мы собрали около 20 тысяч долларов, и на эти деньги будем закупать 40 фотоловушек. Как раз весной, когда снег растает, они будут ставить. Фотоловушки как раз тоже ставятся очень сложно, там целая процедура. И вот в Аларче мы будем ставить 40 фотоловушек. Ну, это классно, человек не только пробежал, преодолел себя, но он как-то еще внес свою лепту, да, в сохранение снежного барса. И в этом году у нас тоже поставили новую цель, мы будем покупать 2 Нивы. Нивы, да. Ну, Нива, она самая такая, чтобы было легче ее обслуживать. У нас, оказывается, начинается исследование хантенгри, вот именно в плане снежного барса, там, животные и так далее. И как раз вот егерям, они на лошадях, мы решили им купить машину. Надеюсь, в этом году у нас тоже получится собрать большое количество людей. В прошлом году мы собрали 3800 человек. Для нашей страны это максимальное количество людей было. Также у нас там пробежали первые лица государства. Было очень классно. А сама организация, она, конечно, сложная. Приходится за год все продумывать. На Снежном барсе мы привлекли 1200 волонтеров. Просто представьте, это надо было все расставить. Это нужно было, спасибо там нашим правоохранительным органам, они нам дорогу перекрыли прям как на шоссе, они там автобусами перекрыли, все было безопасно, классно. Конечно, и негатива было много. Я как сам водитель не люблю стоять там, когда кто-то приезжает. В тот вечер в тот день, в день забега, там весь город просто встал. Но это было всего на 3 часа, в воскресенье утром, но люди, оказывается, все равно ездят, было очень недовольство много. Но я думаю, со временем привыкнут горожане, и как придет понимание больше. Придет понимание, и как они на Западе в будущем будут сами выходить и болеть за... Был ли негатив в том плане, что вот на самом деле там никакие средства, там, ну, люди обычно говорили, что никакие средства не уйдут на самом деле там в поддержку Снежного барса, просто это там какой-то коммерческий проект? Да, нет, как вы понимаете, это в любом случае бизнес. Наша компания у государства не берет ни сумму, абсолютно. Мы это все делаем своими силами партнеров, спонсоров. И как бы, если мы не будем хотя бы в ноль в себестоимость выходить, мы не можем существовать. И в этом плане то, что мы деньги отдали, конечно, был негатив, никто не верил, но, слава богу, вроде у нас репутация неплохая. Мы эти камеры будем закупать сами. То есть мы хотели вначале передать, мы и писали, что мы передадим фонду, но там пошел чуть негатив. Нам скинули все контакты, в Америке выпускают эти фотоловушки, мы уже сами купим, отчитаемся перед всеми нашими участниками и потом передадим фонду, чтобы они установили. Для человека, далекого от бизнеса, вся эта модель, как вы заранее говорили, за кадром выглядит довольно-таки простой. То есть собрать людей где-то в Инстаграме, в интернете и так далее, там, взять с них какие-то взносы и все. Как вы можете сами эту ситуацию описать, что насколько это трудно или легко может быть? Знаете, у нас такой бизнес, наверное, про который нигде ничего не написано, не снято, ничего, да. То есть если там какой-то там строительный бизнес, ресторанный бизнес, да хоть что-то, там всегда есть, где ты можешь обучиться. Ну, в целом процессы, они как бы в бизнесе, они все одинаковые, да, то есть ты предоставляешь услугу, надо его делать качественно. Просто в нашем случае очень есть много нюансов. Давайте, чуть-чуть осталось. Спасибо. Да? Например, даже когда ты бежишь, я сам бегал, я знаю, когда мне удобно, как мне дают, что дают. То есть там даже как на пунктах питания правильно воду дают, надо учесть. Потому что человеку очень сложно, он бежит, и если ты ему воду неправильно дашь, или он не выпьет воду, или там вода слишком теплая или слишком холодная, это тоже, кстати, не очень хорошо. И вот в этом плане мы, конечно, каждый раз берем фидбэки, стараемся улучшаться. Едем за границу, потому что, ну, особенно на Западе они довольно-таки сильно ушли на качество, да. И стараемся внедрять здесь. Ну, процессы, конечно, очень сложные. Здесь только вопрос в организационном плане. Бывали ли какие-либо случаи во время забега с людьми, именно с теми людьми, которые участвовали в забеге? По статистике на любом забеге всегда происходит летательный исход.
мы должны быть к этому готовы, никто не застрахован, да, такие бывают ужасные случаи. Они везде, то есть ежегодно там, по-моему, в прошлом году на Алматинском полумарафоне человек скончался, там на Московском скончался. Там как бывает, человек приходит, может он не бегал, физически не подготовлен, не подготовлен, не делал там медицинское обследование, хотя это важно, да, и просто дал нагрузку, сердце не выдержало, и человек погиб. Это очень довольно-таки такая тяжелая ситуация. Ну, слава богу, мы стараемся там страховать наших участников, ставить там скорую помощь там каждые хотя бы 3 километра, чтобы он там подъезжал через хотя бы 5 минут. Да, рисков очень много. Ну и есть еще сложности в организации, это же все зависит от государства. Это там перекрытие дороги, обеспечение безопасности и так далее и тому подобное. У нас не совсем к этому относятся с пониманием почему-то. Может, это только зарождается, и они не всегда идут навстречу, одним словом. Вот как раз говоря о государстве вообще, насколько государство помогает или делает какой-либо вклад в развитие одного из этих спортов, или, может быть, в принципе, в развитие спорта в Кыргызской республике? Ну, буду рассказывать про новый спорт, про наши забеги. Мы стараемся максимально меньше задействовать вообще госмашину. Наш самый главный принцип — мы не берем у государства деньги, чтобы потом за это не отвечать. Второе, это, конечно же, когда мы делали «Снежного барса», был негатив, и почему-то, скажем, наши власти думают, что мнение там людей, которые стоят, это важнее, чем бегунов. Мнение бегунов никто не спрашивает. 4000 человек пробежали по центральным улицам, без машин. Все кайфанули, это было нереально круто. У всех были отзывы классные. 600 человек приехало из-за границы, им тоже очень понравилось по нашему городу бежать. Обалденно. Ну, их об этом не спрашивают. Мы были в Узбекистане, просто к примеру. У нас есть там проекты, надеюсь, все получится. Там власти готовы даже заасфальтировать дорогу, где будет проходить забег. Государство полностью обеспечивает тебя деньгами, дает все, только сделайте, организуйте, потому что они понимают силу спортивного туризма, они понимают, как это хорошо влияет на население, там очень много плюсов. Просто для примера, Чикагский марафон. Ну, конечно, это вообще один из самых топовых марафонов в мире считается. Он больше 30 лет проводится. В день забега город Чикаго от бегунов получает порядка $250 миллионов. То есть бегуны приезжают и $250 миллиарда тратят за один день. Это просто немыслимо. Да? Это факт, они это посчитано, все классно. Там просто весь город выходит, машины оставляют, выходят и болеют за тех бегунов, которые бегут там в Чикаго по центральным улицам. В Нью-Йорке, в Лондоне, в Токио, в Москве, да вон в Алмате даже. Даже в Алмате, да, есть недовольны, но люди уже привыкли. И там тоже власти стараются помогать, чем могут, финансово, морально. А у нас наоборот приходится уговаривать. Есть адекватные, честные. У нас тоже есть очень хорошие люди, которые хотят помочь, но из-за бюрократии там не всегда им получается внести свой вклад. Вот. Так, и мой кабинет, да. Тут, учитывая, что я триатлет, у меня тут медали мои. Здесь основные, то, что я считаю для меня были важными. Переломными? Переломными, да. Например, 1336 это самый первый мой триатлон, он в Абу-Даби был в 2013 году. Потом самый первый Ironman, он был во Франции тоже. Вот, вы являетесь первым человеком, который пробежал Ironman, да. Ага, в Кыргызстане. Да. Была ли вообще какая-то поддержка, инициатива, может быть, от государства, там мы тебе возьмем в зал, бесплатно дадим, нет? Нет, я же говорю, люди всегда удивляются, особенно триатлетам, что они тратят десятки тысяч долларов, чтобы получить вот такую медальку. Но мне кажется, это доказание чего-либо для себя, мне кажется, больше всего. Да, на самом деле это вызов самому себе, ты сможешь ли это сделать, а учитывая, что ты вообще никогда не занимался спортом, это еще вдвойне сложнее. Во сколько лет начали готовиться? У меня первый триатлон был в 2013 году, мне было, получается, 26, да, а первый Ironman я делал, когда мне уже было 28. Ну, я готовился там, в принципе, прерывисто. Я же говорю, я человек чуть нестабильный, то есть я там могу полгода, потом полгода не хочу. Насколько трудно было физически? Физически
Ну, это нелегко, это 12 часов активности, это 4 километра плывешь, потом 180 едешь на велосипеде и 42 бежишь, и это все без остановки, конечно, это сложно. Были мысли, типа, можно остановиться уже? Не, кстати, вот мне вот есть одна черта, я если что-то начал, то мне надо обязательно закончить. Да. В плане именно вообще построения вашего графика мы за кадром общались, и вы говорили, что у вас прописаны забеги уже на весь 2020 год. Да. Вот. Насколько трудно или можно ли сделать так, чтобы, допустим, просто к вам кто-то пришел и сказал, вот я хочу для своей компании устроить условно забег через 2 недели или через месяц. Возможно ли такое сотрудничество? Возможно, конечно, но зависит от потребностей, то есть что человек хочет. Если это просто там человек 100 собрать, надули арку, дали старт и обратно, то там, в принципе, несложно. На наше мероприятие, да, то есть у нас очень много нюансов, и из-за этого нам приходится там, как минимум за год планировать. И вообще люди, спортсмены, любители, я же еще триатлоном увлекаюсь, там всегда… Готовятся? Нет, они всегда сезон планируют за год вперед. То есть ты берешь, например, в 2019 году в октябре, в ноябре садишься и планируешь полностью на 2020 год, куда ты поедешь, как ты поедешь, по работе, там, отдохнуть с семьей или просто выступить и так далее и тому подобное. Из-за этого мы всегда рассчитываем на таких людей и стараемся заранее выносить календарь как минимум за год. Да. Говоря о развитии, вот вы упоминали, что вы уже хотите провести какое-либо мероприятие в Узбекистане, и за кадром вы говорили, что вы уже настроены проводить мероприятия и проводили мероприятия в других странах. Насколько это трудно и вообще как вы ходите на другие страны из Кыргызстана, как относится к Кыргызстану вообще как к подрядчику? Сложно. Ну, все-таки у нас репутация, скажем… Не самая лучшая. Да. Но, слава богу, у нас есть репутация компании, и благодаря ей мы хоть более-менее вызываем доверие у людей. То есть больше на своих результатах. Да, ну и плюс у нас есть оборудование, у нас хорошие цены, мы предлагаем… У нас также есть партнеры из России, это одна из крупнейших компаний в России, по-моему, даже самая крупная, которая организовывает мероприятия, и совместно с ними в партнерстве, да, уже легче выходить на другие страны. То есть и у нас действительно планов очень много, заниматься не только здесь, но и выезжать, попробовать организовывать забеги уже в других странах. Пока мы просто как подрядчики приезжаем, там, ставим определенные вещи и уезжаем. Ну, вот полноценно, полностью организовать какой-то забег, я думаю, в будущем у нас должно получиться. Говоря немного уже о таких сухих цифрах, мне было бы интересно узнать, сколько вообще нужно вложить, чтобы открыть такого рода компанию, потому что я знаю, что как раз есть очень-очень много маленьких расходников, таких как чипы, футболки, и вот вообще, что нужно для того, чтобы полностью провести какой-либо один хотя бы забег. Давайте скажем полноценный, так. да? Да, у нас стартовые взносы начинаются по-разному, в зависимости, когда вы это делаете. Чем ближе к мероприятию, тем дороже. Но при среднем взносе в 1000 сом мы не оправдываем на самом деле даже наши расходы. В 1000 сом это у нас там есть медали. Обычно люди, они видят только что наружу, да, то есть это медали, это номерки, это чипы, там, ну, футболка, там, ну и стартовый пакет. А есть еще очень много, то есть это обеспечение питания, обеспечение волонтеров, это транспорт и там работники, там просто настолько все в кучу, когда все воссоединяется, там действительно, что этих 1000 сомов вообще не хватает. Есть идея, что со временем нам нужно будет поднимать цену, потому что так мы далеко не уедем. У нас самые дешевые стартовые взносы, по-моему, вообще в СНГ. В России они стоят несколько раз дороже, там, за границей вообще они стоят там космических денег. И ну, потихоньку наша задача сейчас развить любительский спорт сам, да, количество людей увеличить, чтобы те расходы, которые у нас остаются, независимо от количества людей, да, то есть скажем, нужно поставить сцену, музыку, там, LED-экран. На это ты тратишь 10 000 долларов. И он будет стоить 10 000 долларов, независимо, там, у тебя будет 500 человек или 10 000. Да. Соответственно, нам, чтобы мы были рентабельны, могли дальше развиваться, нам нужно сперва развить, чтобы это стало хорошим трендом, увеличить количество участников, и уже со временем мы тогда уже можем неплохо зарабатывать. А какова была первоначальная вообще сумма того, чтобы запустить старт? Вообще ничего не было. В 2012 году то там взносы, по-моему, 200 сом стоили. Ну, 22 человека, 4500 сом. А я там потратил 1030, по-моему. Там в конце мы плов давали, там, в Валарчу ездили, всем. Ну, очень было интересно. А вот сам Nomad Sport, мы получили одно вложение, мы купили оборудование, она пока единственная в стране, это вот система хронометража, когда огромное количество людей, вот чипы, которые считывают,
И вот это, наверное, было первое вложение. Оно тогда еще стоило очень дорого. Сейчас цены снизили, но раньше там 1080 мы, наверное, потратили долларов, купили это оборудование. Да. И это дало возможность нам уже не ограничивать себя по количеству забегов. То есть раньше мы, например, это брали в аренду там, в Алматы или в России, у Омска есть у ребят. То есть это проезд, это обслуживание, это стоит там, в пределах 5-6 тысяч долларов, только ты тратишь на то, чтобы тебе чипы поставить. А вообще амортизация чипов долго, нет? Они ломаются сразу? Нет, чипы, они одноразовые идут. Одноразовые? У каждого человека, у каждого участника одноразовый чип. А есть вот сама система, называется MyLabs. Ты ставишь чекпоинт, и каждый чекпоинт, то есть он считывает чип, потом все приходит в базу, и, в общем, ты видишь онлайн. То есть чипы вообще как расходники идут на каждый забег? На каждый забег, да. Ну, например, один чип стоит $20. И можете посчитать, если у нас там 5000 человек, то мы $6000 только на чипы тратим. Ну, людей это не волнует, и они думают, что они там... Вот. И, соответственно, если у тебя там 20 тысяч участников, ты только $25 тысяч, 24 тратишь только на чипы. Есть такие даже моменты. Еще вы говорили, что уже там, благодаря тому, что у вас только у вас, наоборот, в Кыргызстане есть эти чипы, вы уже можете выступать подрядчиком для других компаний, которые могут устраивать такого рода забеги. Да, потому что не каждой компании выгодно вообще покупать такую систему. Она, во-первых, дорогая. Сейчас уже она дешевле стоит. Они поменяли политику, они сейчас больше зарабатывают на чипах. Вот. И если у вас, например, скажем, несколько забегов, вам смысла нету столько денег, вы просто не оправдаете, там, будете оправдывать лет 5-6. В нашем случае мы сразу сделали по-другому. Мы купили, снизили цены по сравнению с нашими там, партнерами в Казахстане или в России чуть ли не в 2 раза. Потому что чем Потому что уже не нужно аренду, да, окупать? Да, просто чтобы чем система будет просто так стоять, лучше пусть она будет работать. Да. Ну и благодаря этой политике, может быть, мы где-то да, может, и оправдали эту систему уже. Да. Ironman — это мероприятие, которое проходит в абсолютно разных странах, как я понимаю. Да. Вот. Есть ли идея провести когда-нибудь Ironman в Кыргызстане? Франшизу Ironman купили казахи на весь СНГ несколько лет тому назад. Он проходит в Астане, там проходит половинка, то есть есть полная дистанция Ironman, есть половинка. Они начали с половинки, но в этом году они уже будут проводить полную дистанцию в Астане. Ну, к сожалению, пока планов нет. Мы хотим, но это, во-первых, стоит очень дорого. Он коммерчески не совсем выгоден в нашем регионе. То есть вот СНГ это удобно, а Кыргызстан не очень? Кыргызстан, у нас нет таких спонсоров, у нас нет такой поддержки. Если в Казахстане там есть страна богаче и к спорту относится по-другому, то, я думаю, наши еще пока не готовы. Потому что, чтобы его организовать, это, наверное, нужно весь бюджет агентства спорта нашего выделить под это, да, я думаю, это никто не будет делать. Ну, я надеюсь, что в будущем у нас там станет все получше намного, потому что у нас есть Иссык-Куль. Это уникальное место просто для проведения таких мероприятий, таких как Ironman. Был ли какой-нибудь, не знаю, фидбэк от самого, может быть, Кыргызстана о том, что вы вот первым пробежали Ironman, может быть, где-то вас упоминали, может быть, где-то вас приглашали куда-либо, звали, говорили, вот, молодец, смог и так далее? Или просто пробежали и вот? Не, на самом деле, честно, я не ожидал, что будет такая реакция. Я сделал Ironman, приехал, я, по-моему, недели 3 потом мучился, каждый день там интервью куда-то, потому что никто не слышал, что такое Ironman, и когда дистанции понимают, вау, это как, это любители еще. А знакомые, которые меня раньше знали, долгое время не думали, потом прочитали, что я сделал Ironman, они говорили, это что за беспредел вообще. В каком году вообще появился первый забег, после которого вы поняли, что вот на этом можно заработать какую-то определенную сумму? Первый забег это был в 2016 году, это был Куздеми. У меня был партнер, мы вместе с ним. Он как-то подходит, говорит, у меня тогда была беговая школа. И он говорит, блин, надо что-то такое сделать масштабное. Я говорю, давай попробуем забег делать. Тогда нового спорта не было еще. Я говорю, давай забег сделаем. Он говорит, давай. Я говорю, нужны деньги. У меня уже опыт был проведения. Он говорит, а сколько надо? Я говорю, не знаю, давай 5-6 найдем. Или 3000, я не помню, что-то мы сказали. А он такой общительный был, сразу там написал в соцсетях. Мы поехали в одну компанию, встретились с директором и говорим, вот так, хотим забег сделать, нам деньги нужны. Он говорит, давайте. Я сижу с шагами, он нам деньги дал, вау. И, в общем, мы организовали, собрали, по-моему, 400 человек.
или 500, 400 человек. Ну там только по знакомым собрали. И поняли, что, оказывается, в принципе, уже как бы рынок готов. И самую главную проблему мы решили, когда нашли вот эти деньги, хотя там тоже была мелочь, но мы смогли там провести систему эту. Она нам позволила там как бы более такой, на больше, ну, такой, на более крутой уровень выйти, что ли. И все, и оттуда уже пошло, и мы начали уже весной делать, осенью, потом он свой, там партнер пошел сам по себе, я пошел сам по себе. А потом уже моя компания купила чиповую систему. Даже вот до 2018 года у нас в компании было 3 человека всего. Сейчас? Это офис-менеджер, там, маркетолог и я, да. А сейчас у нас уже 16, то есть мы уже не успеваем, мероприятий очень много, стараемся, чтобы все было качественно. И вот буквально за 1,5 года, как я начал заниматься уже прям плотно этой компанией, в принципе, у нас неплохой рост, дальше растем, хотим еще больше, чтобы все. Вообще для понимания того, что есть спонсоры вообще параллельно там участников, какой может максимальный вклад сделать спонсор в то, чтобы как бы участвовать или как позиционировать себя как спонсор как раз этого же мероприятия? Да, у нас есть градация спонсоров, есть титульный спонсор, это в честь кого, например, носит название мероприятия. Банки очень активны в этом плане. И самое удивительное, все эти спонсоры, они все занимаются триатлоном. То есть там как бы по знакомству, по общению благодарим, да. А есть также официальные спонсоры, то есть это кого мы рекламируем, то есть там во время, до, и плюс их логотипы обязательно размещаются там на номерках, на футболках, на, ну, в общем, на все, что мы, где можем, флаги. Все атрибутики. Да. И в принципе, оказывается, мы заметили вот в этом году, компаниям, ну, уже приходят компании, которые вообще к спорту не имеют отношения. Но им интересно. Но им интересно, потому что там, может, их не конкурент или знакомый, да, и его компания высветилась там где-то на забеге, и, оказывается, это привлекает внимание. То есть это, кстати, это вот я в первом году это услышал, как я был рад, думаю, неужели мы этого добились, что люди понимают, насколько это важно. Вот. И в прошлом году мы пытались там привлечь там титульных спонсоров на Снежного Барса. У нас получилось привлечь, но было очень сложно, и нам в цене прям ушлось вниз. То есть вы представьте, мы призовой фонд поставили 70 тысяч, само мероприятие нам обошлось в 300, там 22 миллиона сомов мы потратили. На проведение мероприятия? На забег, да. Офигеть. Там 300 с лишним, с хвостиком, 70 мы потратили, остальное все ушло это вот на организацию. А какая минимальная сумма для участвования в качестве спонсора? Все индивидуально на самом деле, если смотря что они хотят. Есть вообще компании, которые приходят и говорят, давайте мы вам дадим бартером 1 компьютер, и вы там нас разместите. И ты думаешь, да, хорошо, классно, обязательно, спасибо, что вы нас так дешево оцениваете. На самом деле, в прошлом году у нас политика вообще была жестокая, но она не совсем себя оправдала. Мы ставили жесткие цены, типа, если хочешь, хочешь, не хочешь, так не надо. Оказывается, это не работает. В этом году мы уже такие более мягкие стали. И, то есть, в принципе, мы слушаем сперва спонсора, что он хочет от нас, что он хочет получить от нашего сотрудничества, и уже потом изучаем их компанию, деятельность, сколько у них финансов, сколько они на маркетинг тратят, и там пытаемся. Ну, самый минимальный 5 000, наверное. Сумма долларов? Долларов, да. Ага. Окей. Вкладывая в те 80 тысяч, которые вы потратили на оборудование, на систему, которую привезли, они уже купились или? Ну, не совсем еще окупились, но я думаю, чуть осталось, да. Но она, в принципе, долгосрочная, да? То есть просто Она, вопрос да, времени. Да, она очень долго ходит, ну, лет 5-6, наверное, будет ходить. А она себя оправдывает в любом случае. А внедряете ли вы какую-либо тенденцию именно того, что спорт, вот допустим, как Nike, да, вроде, там у них обязательное условие заниматься спортом, если ты работаешь в этой организации? Да, ну, чтобы вы понимали, у нас, по-моему, кроме бухгалтера, все бегали минимум полумарафон. Ага. То есть у нас тоже, потому что если ты человека берешь на работу, он должен понимать, да? Он должен понять вообще, что происходит, он хотя бы, в прошлом году брали офис-менеджера, ну, как бы она знала очень много языков, но в спорте была вообще ноль. Она даже не знала там полумарафон, типа сколько километров. Ну, мы ее обучили быстренько, она поняла, да. Это, наверное, один из редких случаев, когда в нашу команду попали вне спорта. А за сколько пробежали вообще самую первую дистанцию? Первую дистанцию чего? Именно... Ironman у меня 12,5 часов был.
Ага. Это медленно на самом деле, но это было первый раз, я готовился. Так. Это с остановками или без? Это без остановки, это как бы ты вот стартанул, проплыл, сел на велосипед, проехал 180, спустился с велосипеда и как бы там 42 бежишь. А сколько килограммов вообще за забег скидывается? Я, по-моему, 3, по-моему, скинул или 4. Ну, что ты же кушаешь, ты пьешь, там по дороге есть пункты питания. Ну, там питание такое жидкое, чтобы не переваривалось, ну, быстро переваривалось. А так, по-моему, 3, да. Вау. Какой сейчас рекорд за Кыргызстаном, за человеком, за выходцем из Кыргызстана в забеге на Ironman? На Ironman, смотрите, есть неофициальный. Он, по-моему, 9:45, по-моему, я забыл точно. Есть Эдуард Байке. Ему под 50, но он быстрее молодых людей вообще. Но, к сожалению, он тогда, по-моему, получил дисквалификацию там, ошибочно, и его время не засчитали. Если официально, которое прям прописано, то, по-моему, 10-20, что-то такое. Но это очень быстро. То есть из 10 часов у нас есть люди, которые вышли, но не официально. Но я думаю, в этом году все рекорды обновят. У нас растут новые ребята, быстрые. Да, вот эта тенденция того, что как бы спортом нужно заниматься и можно заниматься, причем не напрягаясь как-то, мне кажется, как раз растет благодаря всем этим забегам, заездам и так далее. Да. Как раз по поводу заплывов. Да. То есть у нас в Кыргызстане они, ну, насколько я смотрю, больше там в интернете выходит, что вот забег, может быть велозаезд, да, короче, но именно заплывы, они развиваются как-то помедленней. Заплывы, да, они, вообще у нас только один заплыв есть, тоже мы его организуем, на Иссыкуле. Есть Тору-Айгыр, село есть за Балхче, и там есть легенда, что как бы лошадь украли на южный берег, и она переплыла и обратно вернулась на северный берег, и в честь нее назвали село. На самом деле первый раз там проплыл Майк Тайсон, был у нас, он работал в посольстве США, ему эта идея понравилась, и он решил проплыть там. И он сам себе организовал заплыв, он его переплыл там 14 километров расстояния. В Кыргызстане? В Кыргызстане. Не кыргыз начал, а американец пришел, нашел место. И причем Тайсон? Причем Майк Тайсон. Кстати, он тоже триатлон, он тоже Ironman делал. Потом нас на следующий год тоже работница с посольства переплыла, и на третий год уже нам предложили, типа, ребят, не хотели бы организовать. Сделали первый раз заплыв, было всего 4 человека, потом было 8, в прошлом году уже было, по-моему, 18 человек. И нам повезло, у нас пару политиков участвовали, переплывали, благодаря ему такую шумиху получили. А в этом году уже у нас 8 прошли регистрацию, из 8 6 из-за границы. То есть это Казахстан, Россия, из Великобритании, там парочка плывет. Ну это классно, то есть... Уже чувствую, что какие-то иностранные люди... Да, им это интересно, озеро классное, но единственная проблема, что мы не можем увеличить количество людей, там нужно им безопасность обеспечить, а у нас с плавательными средствами вообще проблема огромная, да, и это еще летом, то есть там сезон, ни один теплоход не хочет в Балхче плыть, ему смысла нет, но там ему и в Чолпан-Ате хорошо. Ну, мы потихоньку закупаем себе там лодки и так далее и тому подобное. В плане развития в Кыргызстане, как вы вообще, какие огромные у вас есть, может быть, планы на то, чтобы провести, может быть, какой-либо триатлон? Нет, триатлон, он, в принципе, у нас всегда проводится, это вот Федерация триатлона, мы всегда ей помогаем совместно, и я еще там как бы в руководстве нахожусь, и как бы нам надо помогать, мы помогаем, у нас там Кубок Азии проходит, если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, чемпионат Азии пройдет в следующем году, в 2021 году. Это нереально круто, что такой федерация там молодая, лет 5 всего, и сразу дать такую возможность провести такое мероприятие, это большая честь. А что касается наших забегов, то вот шоссейные забеги, которые у нас есть, мы, наверное, будем их развивать, только увеличивать количество. То есть там хотели, в прошлом году собрали там на Снежном Барсе 3800, дай бог в этом году соберем там 5 или 6 тысяч человек. Основной упор, как я понял, на забеги больше, потому что это легче всего. Нет, она сложнее всего, но и там выхлоп намного больше. То есть чем больше людей, тем больше привлекает внимание спонсоров, да. А чем больше людей, зарабатываем мы больше. Но есть еще второе направление, мы начали ее в этом году развивать. У нас очень много красивых гор, мест. В мире набирает такой, ну, он везде уже такой тренд классный, это трейл-раннинг, это по горам бегают. Это намного интереснее, чем по шоссе. Ну и опаснее. И опаснее, и экстремальнее, ну зато кайфа больше, да. И в этом году мы запустили трейл-раннинг на Иссыкуле, 50 километров на южном берегу. Запустили 4-дневный ультрамарафон тоже будет, нужно будет с Каракола до Балхча добежать за 4 дня.
там каждый день бежишь определенное количество километров. Там маленькое количество участников, но в плане такой, скажем, рекламы, да, там, чтобы не только чтобы наши бегали, а чтобы за границей люди бегали, они намного как бы лучше. То есть человеку, например, с Австралии приехать в Бишкек и там пробежать по Бишкеку неинтересно. Но ему может быть интересно там на Иссык-Куле пробежать 50 километров по горам. Ну, это уже совсем другое. То есть мы сейчас как бы есть для местного рынка, да, и количество большое должно быть. А сейчас уже начинаем развивать, чтобы у нас уже из-за границы люди приезжали, где взносы намного дороже, количество намного меньше, он поинтереснее, поэкстремальнее. А есть какая-либо цель определенной компании или там видение компании через 2, 3, 4 или 5 лет? То есть мы там через 5 лет в Кыргызстане №1 компания или компания, которая смогла развить спорт, туризм? Да, ну, цели у нас очень амбициозны на самом деле. Мы всегда их считаем по количеству участников, которые у нас были. То есть это в прошлом году там 9, в этом году там, увеличим еще. Вообще самая главная цель, если мы Снежного Барса на следующий год сможем, ну, мы думали 10 тысяч человек, как раз в этом году проведем, посмотрим популярность, как она растет. И было бы классно, если в 2021 году у нас там на одном забеге, на одном только 10 тысяч человек поучаствовало. Это было бы великолепно. Потому что, я же говорю, сейчас уже количество увеличить мероприятий смысла нет, нужно количество участников увеличивать, и мы вот над этим работаем. А чтобы человека привлечь, это опять же, у тебя должно быть все классно, люди должны быть довольны. И самая главная цель, мы стараемся, что из 100% фидбэка у нас хотя бы было 5 негатива, 95 было позитивных. Пока вроде мы укладываемся, ну, фидбэк не все дают, конечно, но из того, что у нас есть, мы как бы укладываемся в наши рамки. 95 позитивно, 5 негативно. Итак, что мы узнали сегодня? В первую очередь мы узнали о том, что забеги — это не просто какое-то любительское проведение мероприятия, а серьезный уже достаточно бизнес и дело. Вот. Также мы узнали, что Ironman — это тоже недешевое удовольствие, во-первых, и все это направлено, в принципе, просто на развитие культуры спорта в Кыргызстане и поддержание здоровой молодежи, в первую очередь. Вот. И мы, как всегда, по старой традиции, у людей, у которых мы берем интервью, просим разыграть какой-либо конкурс для тех, кто будет смотреть это видео, чтобы добавить определенной полезности. Да, ну, как спортивная компания мы решили разыграть 5 билетов на все наши 9 мероприятий. Это 6 забегов, 2 велогонки и 1 заплыв. Ведущий на 2020 год, да? Да, на весь 2020 год. И мы его сделаем с правом там, переоформления в случае, если вы сами не умеете плавать. Вы можете найти человека. В общем, одним словом, мы вам дадим возможность поучаствовать во всех 9 мероприятиях. И таких билетов мы разыграем, наверное, 5. И вот, грубо говоря, эти билеты были созданы вообще только что. Буквально за несколько минут до этого. То есть ни у кого, в принципе, их не будет. В продаже таких билетов тоже пока не существует. Может быть, выдавают как отдельный продукт, но вы будете самыми первыми 5 людьми, которые заберут эти билеты и смогут заниматься каким-либо спортом чисто для себя и для развития своего тела. Условия конкурса будут очень-очень просты. Тебе нужно просто взять и отметить своего друга в комментариях. Исходя из них, мы рандомом выберем 5 счастливчиков, которые заберут свои счастливые билеты на забеги, заезды и заплывы на весь 2020 год.